Нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Несколько дней назад Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Дальний Восток. Были совершены богослужения, состоялись многие встречи в 3 городах – Хабаровске, Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре. Были посещены 3 епархии Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх во время этого посещения много раз говорил о том, какое значение имеет Дальний Восток для России. Особенно, конечно, это было подчеркнуто во время встречи Святейшего Патриарха с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Сергеевичем Галушкой, губернаторами и представителями всех регионов, которые составляют Дальневосточный федеральный округ. Во время этой встречи были выработаны решения, которые касаются развития церковной жизни и содействия со стороны государства этому развитию, в первую очередь в социальной работе, в просветительской работе церкви. Во время общения с губернаторами и представителями регионов многое было сказано о том, что уже делается в церкви. Строятся храмы. Там, где храмов не было практически ни одного, за исключением единственного храма в городе Владивостоке, сегодня созидаются десятки домов Божиих. В Хабаровске принята программа строительства 30 новых храмов. В некоторых других регионах также существуют подобные программы. Конечно, церковь на Дальнем Востоке испытывает серьезные сложности. Подчас практически все средства, которые жертвуются верующими людьми, уходят на оплату высоких расходов, связанных с обеспечением приходов электричеством и теплом. Иногда священникам очень сложно перемещаться в пределах даже одного региона, потому что расстояния составляют сотни и тысячи километров, и билеты на самолет или билеты на поезд являются достаточно дорогими. Существуют проблемы с тем, что во многих местах практически нет приходской инфраструктуры, которая позволила бы вести полноценную социальную и просветительскую, а также миссионерскую работу. Но все это делается, и хочется надеяться, что государство, в первую очередь в лице руководства регионов, окажет достойную помощь возрождению церковной жизни. Вот что было сказано Святейшим Патриархом во время встречи с министром по развитию Дальнего Востока, губернаторами и представителями регионов. Дальний Восток, и вы это знаете лучше меня, действительно стратегически значимая российская территория. И в то же время это территория, которой менее всего повезло. Дальний Восток был местом ссылки, но по какой-то непонятной причине он был в первую очередь местом страшного эксперимента над человеческими душами. Именно на этих просторах была практически полностью уничтожена всякая духовная жизнь. Представьте себе, что восточнее Иркутска был только один храм во Владивостоке. Это страшно представить. Позже появился храм в Хабаровске, а потом в Якутске. И это на квадратные километры, на которых может уместиться Западная Европа. Чтобы попасть в храм, нужно было преодолевать огромные расстояния, поэтому люди в храмы и не ездили. Но духовный вакуум не может сохраняться сколько-нибудь долго. В отсутствие нормальной религиозной жизни он восполняется разного рода эрзациями. Многие люди, в том числе представители региона, свидетельствовали о том, что в целом ряде мест новые религиозные движения, в основном протестантского свойства, имеют больше религиозных организаций, чем Русская Православная Церковь. Увы, действительно, в 90-е годы, когда у некоторых пришельцев из-за рубежа было, может быть, больше по-человечески шансов, чем у Русской Православной Церкви привлечь внимание наших соотечественников, в Центральной России удалось, благодаря наличию духовенства, благодаря наличию активных мирян, которые, в том числе через средства массовой информации, говорили о православии, остановить эту духовную экспансию. Здесь это было сделать гораздо сложнее. Но люди возвращаются к своей вере. И многие тысячи людей, которые приходили в разных местах на встречу со Святейшим Патриархом, ярко об этом свидетельствуют. Церковь возрождается, строятся храмы, появляются прекрасные церковные инициативы. И Святейшим об этом было сказано во время встреч с победителями конкурса «Православная инициатива» в Хабаровске и в Биробиджане. И значит, у нашей церкви появляется все больше активных людей, которые способны совершить духовное обновление земли российского Дальнего Востока. Святейший Патриарх сказал во время встречи с министром и губернаторами, должна быть выработана некая программа возрождения духовной жизни на Дальнем Востоке. Хочется надеяться, что такая программа будет не просто сформулирована, что несложно сделать,
но осуществлена совместным усилием церкви, общества и тех представителей государства, которые призваны поддерживать Русскую Православную Церковь в ее общественно значимой миссии. Святейшим Патриархом во время богослужения 14 сентября было сказано в городе Хабаровске еще нечто очень важное в отношении развития церковной жизни в постсоветское время, в том числе на Дальнем Востоке. Вот слова его святейшества. Дальний Восток – это, как я уже не раз говорил, совершенно особое место в России. Оно более всего отдалено от столицы, но именно здесь восходит солнце над нашей страной. Именно с Дальнего Востока начинается день, который затем идет по всем необъятным просторам нашей Родины, до самых западных ее рубежей. Это сторона света, на которую обращены все православные храмы. Уже только поэтому никто не вправе называть Дальний Восток окраиной государства. Уже только поэтому Восток Отечества нашего не может и не должен быть периферией. Мы живем в то время, когда взоры церкви особенно прикованы к Дальнему Востоку. Именно поэтому и государству, и церкви, всем, кто вовлечен в это великое дело, необходимо сделать все, чтобы изменилась к лучшему жизнь людей, живущих на этих просторах, чтобы радикально изменилась к лучшему церковная жизнь. Сегодня уже было сказано о том, что Дальний Восток для Святейшего Патриарха является приоритетом. Каждый год он посещает эти места, встречаясь с людьми, которые никогда не видели вживую патриарха, не могли участвовать в патриарших службах. Посещено уже подавляющее большинство регионов Дальнего Востока. И многое во время этих посещений происходит впервые. Так и в этот раз была совершена первая патриаршая служба в Биробиджане. Были открыты церковные учреждения, также впервые на патриаршем уровне. И Святейший Патриарх вспоминал момент возрождения церкви не только здесь, на Дальнем Востоке, но и повсюду. И вот какие были сказаны слова в связи с притчей о званных и избранных, которая читалась во время воскресного богослужения. Мы воспринимаем эти слова как обращенные к нам, ведь и в нашей истории были званные, народ наш, принявший крещение, построивший тысячи храмов, считавший себя укорененным в православной вере. А что же получилось? А получилось, что народ не удержал этой веры, не сохранил своего государства. И мы знаем, что страшная мясорубка 20 века перемолотила и простых верующих, и священников, и епископов. Многим казалось, что все закончено, что нет больше тех званых, просто физически не существует. Пришел новый человек, у которого нет веры в сердце, который своим образованием и культурой никак не связан с православием. Пришли люди, спокойно взиравшие на храмы, превращенные в склады или кинотеатры. Совесть никого не волновала, и так продолжалось десятилетиями. Что же затем произошло? А затем Господь обратился к этим незваным разными путями. Через голос матери или бабушки, через тихий голос священника, через прочитанную книгу, через размышления о своей жизни, о жизни Отечества нашего. И царские палаты стали наполняться этими незваными, но призванными самим Господом. И сегодня церковь наша – это на 90% те самые призванные силой Духа Святого, который дышит, где хочет, который из камней может соделать детей Аврааму. И процвела языческая неплодящая церковь. Вспоминается еще один визит его святейшества, состоявшийся буквально за несколько дней до визита на Дальний Восток, посещение города Калуги. Я в детстве проводил значительную часть времени именно в этом городе. И, происходя из совершенно неверующей семьи, вдруг почувствовал Божий призыв. Я пришел в храм и понял, что здесь останусь. И воцерковление мое проходило отчасти в Москве, а отчасти, и, может быть, большей частью в Калуге. И тогда молодые люди, которых, может быть, было очень немного, приходили к вере, общались друг с другом. И все это были молодые люди из неверующих семей, которые не понимали, что же произошло, почему молодые люди, жизненно активные, не глупые, интересовавшиеся самыми разными вопросами, вдруг нашли свое призвание в вере и поняли, что это призвание становится делом всей жизни. Многие потом стали священнослужителями, кто-то стал активными православными христианами, мирянами. И призвание, которое тогда произошло, большинство этих людей сегодня практически никак не может объяснить. В большей части судеб не было никакой особенной идейной борьбы, никаких предпосылок, никакого остатка семейной традиции, связанной с верой. Не было почти ничего, но Господь призывал. И постепенно менялось наше общество. В условиях, когда слово о Боге, слово церкви практически невозможно было услышать
так, чтобы человек, который ранее никогда не интересовался серьезно религиозными вопросами, вдруг понял, что его место в Церкви Божией, в Божьем храме. Господь призвал свой новый народ тогда, когда вроде бы по-человечески не было ни единого шанса на то, чтобы это призвание в нашем обществе обновилось. Здесь, на Дальнем Востоке, во многих случаях также происходит и сейчас. Люди, которые жили в отдалении от храмов, люди, которые практически не имели возможности вживую поговорить со священником, у которых не было религиозной литературы, которые слышали о церкви только что-то по телевизору, иногда что-то очень негативное, приходят, продолжают приходить к Богу. Будем надеяться, что так продолжится и впредь. Будем надеяться, что возрождение церковной жизни, призвание самим Господом своих людей к себе, в свою церковь и в свое царство будет совершаться на этих огромных просторах, где люди, как и всегда и везде, жаждут Слова Божия, жаждут спасения, жаждут жизни во Христе, и Господь отвечает на эту жажду, утоляет ее, в том числе через человеческие усилия, которые сегодня все в большей степени прилагаются здесь, на восточных рубежах России. Будем надеяться, что всегда и везде этот Божий призыв и наш ответ на него будут совершаться во благо Церкви и ради вечного спасения людей.